Еще? Так, молодец. Перед началом вакцинации каждого ребенка тщательно осматривают, измеряют температуру, проверяют анализы, расспрашивают маму о том, как ребенок переносит заболевания, есть ли аллергические реакции, травмы или перенесенные операции. На прививку мы приглашаем здоровых детей. Мы знаем, что этот ребенок прошел профосмотр и знаем, что он здоров, и по плану приглашаем его на прививочку. В день прививания мы ребенку проводим осмотр. Вот как вы сейчас заметили, мы проводим осмотр. Вот к нам сегодня пришел Халид, ему 7 лет. До 7 лет Халид не прививался не по причине отказа родителей, а потому что у него был медотвод. На сегодняшний день его медотвод пересмотрен иммунологической комиссией, его допустили к прививочке. Поэтому он сегодня получит свою первую прививочку против полиомиелита. Корь, коклюш, дифтерия, столбняк, краснуха, паротит и полиомиелит. Все эти детские инфекции относятся к разряду тяжелых. Поэтому особенно важно сделать вакцинацию и застраховать здоровье ребенка от необратимых последствий. Мадина Шакриева к вакцинации относится однозначно. Поэтому своих внуков приводит на иммунизацию строго по указанию врача. Сегодня очередь Халида, Амины и Хадижи. Прививки Сави и дизелвал беженису. Всех на сайнеси бр, хаги замахчен ерёлер. Сцена прививки я ахар ялы яны бер шанхам хойбин хаз лазер мыштат хаз состояние нях мышти положение мышлаты. Да я прививка шхайи ёх. О прививка же хабич ах сехан ах хоз навстречу бяхкартунер. Лоры же медсестра прививочный медсестра. При вакцинации учитывается возраст, медицинские показания и гиперчувствительность организма. Дети должны получать прививки с первых дней своей жизни. Халиду уже 7, сегодня он получает вакцину сразу от 5 тяжелых инфекций. Тебя будем прививать, только не плачь, хорошо? Тебя будут смотреть все. Дади будет смотреть, Дади Руслан будет смотреть, Нани Женя будет смотреть. А плакать тебе нельзя, хорошо? Давай, мы сейчас будем тебе прививку. Прививка сделана, и мальчик чувствует себя отлично. Главное, теперь защищен от тяжелых последствий. Многие родители ссылаются на вакцины времен Советского Союза, которыми прививали их, мол, они были качественнее. Медики говорят, сейчас вакцины еще лучше и эффективнее. А главное, после прививок практически не бывает побочных эффектов. Зато защищенность от тяжелых заболеваний 99,9%. Уколочная реакция на месте введения прививочки. Это может быть гиперемия, но она самостоятельно уходит, это даже не нужно какие-то лечебные мероприятия применять. И температура может быть как общая реакция в виде повышения температуры до 38 градусов. Это тоже допустимо. Поэтому мы всегда родителям говорим, в день вакцинации может подняться температура, дайте ребенку парацетамол. Но если не поднимется, это хорошо. У нас есть одна французская вакцина с названием Пентаксим, которая содержит 5 компонентов. Это гемофильная вакцина от столбняка, коклюша, полиомиелита и дифтерии. Одним уколом можно сделать прививку ребенка от 5 инфекций. Это очень хорошо. Все препараты хранят с соблюдением температурного режима. В Троицкой врачебной амбулатории отмечают, что за последнее время выросли темпы вакцинации. В последнее время очень хорошо приходят люди, мы очень довольны. Видимо, и понятия имеют, что нужно прививаться. Смотрим назначение врача. Затем холодильник у нас часто не открывается. Мы по мере, как приходят люди, берем оттуда вакцину, значит, прививаем ребенка, записываем журналы, карты, 26-ю форму. Не нужно бояться этого, потому что мы делаем сейчас чисто инактивированную, потому что большой процент детей у нас не привиты все-таки оказался из-за отказов. Вакцина есть у нас в наличии, всегда бывает. Холодовая цепь соблюдается. У нас есть в амбулатории генератор, поэтому холодовой режим у нас не нарушается. Родители сами могут выбрать препараты. Есть и наши отечественные, и зарубежные. Эффективность их научно доказана. Все вакцины в наличии, поэтому прийти и сделать прививку может каждый желающий. Кабинеты и узкие специалисты работают без выходных. Лина Цычоева, Ахмед Горбаков, Новости 24.